Спецслужбы Кыргызстана сообщили 5 июля о предотвращении попытки насильственного захвата власти. Об этом сообщает АКИ-пресс со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности ГКНБ страны. Пресечена деструктивная группа, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки, сообщили в ведомстве. Вот здесь самое сложное, что сам комитет утверждает, что к этой попытке захвата власти имеют отношение некие политические силы. Но при этом не раскрываются, о каких деструктивных политических силах идет речь. По версии следователей, группировку сформировали из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию, говорится в сообщении. Каким образом, однако, идеология криминалитета может совместиться с религиозной идеологией, так еще и подтолкнуть человека к госперевороту, объяснить силовики не смогли. Следует отметить, что в последнее время в Кыргызстане силовики уже несколько раз объявляли о героических предотвращениях попыток госпереворота. Так, например, в июне 2023 года в столице были задержаны более 20 человек по подозрению в подготовке насильственного захвата власти. В январе этого года президент Жапаров сообщил, что в Кыргызстане предотвратили госпереворот. Его готовили, как он выразился, те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов. Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Политологи отмечают, что у тандема Жапарова-Ташиева и у их российских кураторов очень далеко идущие планы по Кыргызстану. Они планируют завершить эру политической турбулентности в стране, погасить любые проявления гражданского общества и излишнюю свободолюбивость кыргызского народа. Для этой цели они укрепляют свою власть, жестоко устраняя оппонентов и несогласных под предлогом национальной безопасности. Бүгінгі күнде президенттің саяси технологиялары бар. Алар Россиядан келген. Азыр иштеп атышат. Азыр иштеп атышат. Орустар бар. Мен алармен